Дженет Селимова – известный в своей стране человек. Она режиссер, профессор Азербайджанского государственного института культуры. О древнем городе Дербент она слышала не раз, но приехала сюда впервые. В Дербенте я первый раз, хотя очень хотела всегда посетить этот город. Этот город очень интересная смесь разных народов, разных культур, а самое главное – древнейшей истории. Это всегда интересно. Ее визит к нам в республику состоялся в самый канун Международного дня театра. И, конечно, встреча с коллективом Лезгинского музыкально-драматического театра оказался весьма кстати. Позвольте от вашего имени поздравить ее с наступающим праздником, профессиональным праздником, пожелать ей дальнейших успехов, здоровья. Дженет уже приезжала один раз к нам в республику. У нее на родине в Азербайджане снимали фильм, где она рассказывает о непростой, порой даже драматичной судьбе своих родителей, о себе, о своей работе, своих переживаниях. Чтобы рассказать об отце, ей вместе со съемочной группой пришлось приехать в Ахты. Я искала очаг. Может быть, даже вот где-то он здесь, вот среди этих домишек, нависших над рекой. Мой отец, Алибек Алибекович Селимов, был лезгин, уроженец села Ахты. Моя мама, Анна Моисеевна, она тоже всю жизнь, они прожили 50 лет, Селимова, она уроженка Одессы, еврейка. Я закончила русскую школу и всю свою жизнь прожила в Азербайджане. Вот теперь посмотрите, какая гремучая смесь. И поэтому лозунгом театра, в котором я была и руководила, всегда была фраза: национальность человека не может быть ни его достоинством, ни его недостатком. Все проблемы в мире происходят именно потому, что мы стремимся найти или чрезмерные достоинства у себя, или чрезмерные недостатки у других. Вот при такой гремучей смеси национальности в себе во мне живет русская культура. Прожила я всю свою жизнь в Азербайджане, обожала моего отца и всех его родственников лезгинов, которых я помню, они живут в моем сердце. Любила мою маму и ее великую культуру, но всю жизнь для меня была одна национальность, в которой я прожила всю свою 50-летнюю жизнь, при том, что мне 74 года. Это национальность театр. В театр Дженет Селимова пришла не сразу. После школы она поступила в Бакинский государственный университет, на филологический факультет. Но и там основное ее занятие было театр. В университете она создала театральный кружок. Я попала на спектакль Георгия Александровича Товстоногова. Это был первый спектакль его знаменитого гениального идиота Достоевского. Я впервые увидела Смоктуновского, и я поняла, что Ленинград для меня теперь не просто город, а что бы ни было, я вернусь сюда, я буду учиться, и я буду режиссером. Benim bildiklerim bütün bunlardı. Bu gizli nikahı bilir daye de. Cüzi suçum varsa bu felakette, kalsa da ömrümün son saatleri, adalet namine koy ahıl canım, mukaddes kanuna kurban verilsin. Я очень люблю эту странную нацию веселых нищих, людей,
которые отдают свою душу и сердце за такую смешную, быстро проходящую вещь, как аплодисменты, смех, слезы в зрительном зале. Нам иногда кажется, что лучше и счастливее этих моментов ничего нет. И когда театр добивается этого, то это бывает настоящий театр. Вот это то, с чем я пришла к вам. У себя на родине, в Азербайджане, Джейнет Селимова подготовила и поставила множество пьес для Государственного театра музыкальной комедии, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, создала Азербайджанский камерный театр. Джейнет Селимова награждена орденами почета и славы. Многие годы она проработала режиссером, а затем главным режиссером в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. К нам в республику вместе с нею приехал ее ученик, коллега и друг, заслуженный артист Республики Азербайджан, артист театра юного зрителя Шавги Гусейнов. Это с большой буквы человек, большой мастер, который очень известна в Азербайджане и в России. Я думаю, в Дербенте тоже она сотрудничает с этим театром прекрасным. Это в наши студенческие годы было самое большое счастье попасть в мастерскую Джанет Алибековна. Я такой счастливый человек, она не только я попал в мастерскую Джанет Алибековны, мы создали даже театр с второго курса, с нашим курсом, Бачинский камерный театр, который работал 20 лет, играя вся мировая классика, азербайджанская классика, русские, зарубежные, современные вещи. Это большое счастье. У нас в театре висит золотое правило. Зритель всегда прав. Зритель. И каждый наш спектакль – это бой и сражение. Вот мы выходим на сцену, мы выходим сражаться. Конечно, бывают случаи, когда зритель нас побеждает. Он не слушает или слушает, отвлекаясь, играет на мобильнике, хотя 100 раз предупреждают, отключите мобильные телефоны и так далее. Мы теряем, мы проиграли эту битву. А бывают случаи, когда актер побеждает, когда зритель хочет и вдруг смотрит на сцену, и что-то его там захватывает, и он продолжает слушать, и потом даже говорит: боже мой, я потерял телефон. Почему? Потому что он был захвачен. Мы победили этого зрителя. Это каждый раз вы вступаете в битву. И если этой битвы нету, и если нету этого сражения, на мой взгляд, нету театра. Не может быть актер, который 100 раз играл в спектакль, выходит, говорит: я знаю текст, я знаю мизансцены, я скажу текст, я скажу мизансцены. Зритель сам по себе, у зрителя своя жизнь, у актера на сцене какая-то своя жизнь, никакого контакта. На мой взгляд, театра нет. Значит, вот если так говорить, вот я как режиссер, что я для себя ставлю первой задачей? Первая задача режиссера для меня – это установить контакты со зрителем. Для чего я беру эту пьесу? Зачем нужна моему зрителю эта пьеса? Какую брешь я в этой пьесе пробиваю в сердце зрителя? Вот это самое главное. Ну, а потом идет уже, конечно, ну что говорить, потом идет уже законы, сложнейшие законы моей профессии. Чтобы раскрыть некоторые секреты своей профессии, Джейнет Селимова провела мастер-класс артистам Лезгинского государственного музыкально-драматического театра и ответила на интересующие их вопросы. Услышала слова благодарности. Давно у нас не было вот таких вот встреч с прекрасными режиссерами. Вот я, например, училась в ГИТИСе, в Грузии. У меня был педагог, ученик Мейерхольда. Я проходила биомеханику, технику, у меня Абрамсов, Рубин, вот такие. Ну, я в вас чувствую вот именно вот эту школу, старую школу. И вот это понимание
актерства, мастерства, режиссуры и все, что режиссер хочет от актера. И у меня было, я не только думаю у меня, и у многих наших актеров, я думаю, желание, чтобы вы как-нибудь, если это возможно, чтобы было возможным у нас сделать одну постановку спектакля. Я поняла из вашего выступления, что вам, кроме того счастья, чтобы люди получили радость от игры актеров, чтобы они уходили радостные, до слез радостные, вам от жизни ничего не надо. Я очень благодарна вам. И я хочу, чтобы вы рассказали нам, как вы работаете, как вы, вот, ваше мнение, как должен актер. Лично я, вот, когда хочу с вами работать, наши актеры хотят с вами работать, трудно ли вам, легко ли вам удается довести до сознания этого человека, что зерно, самый глубь образа, как войти, как перевоплотиться, вот этот образ, и донести, как вы сейчас до нас донесли, что это такое. Инициатором и организатором приезда Дженет Алибековны к нам в республику стал главный редактор журнала лезгинской культуры «Алам», издаваемого в Азербайджане, Камран Курбаналиев, а также Общество дружбы, культурных и экономических связей Дагестан-Азербайджан. Впервые с историей Дженет Селимовой дагестанцы познакомились благодаря статье, напечатанной на страницах этого журнала. И именно ей было поручено вручить премии «Лира», учрежденной редакцией журнала исполнителям песни на родном языке, артисту театра Руслану Первердиеву и Ашугу Шимширу. Любой человек, который приезжает в Дербент, поднимается туда, где находится сердце города, в древнюю цитадель Нарын-Кала. Итак, уважаемые, мы с вами находимся на территории крепости Нарын-Кала. Дженет Алибековне повезло с погодой и гидом. Соединил воедино ты всех рождущих времен, вечной нити, до трех религий. О встрече в сегодняшнем дне, об этом городе. Вы знаете, это чудо. Это чудо, когда говорят камни, когда сквозь камни вот ты физически, скульптурно ощущаешь это прошлое. Это богатейшее прошлое, это страсти, это борьба за жизнь, борьба за прекрасную жизнь. Потому что люди, которые жили здесь, они умели ценить красоту жизни. Это все очень, помимо того, что это очень крепко, это очень защитительно, это еще ошеломительно красиво. Это сделано с огромным вкусом, с огромной любовью к жизни. Вот это потрясает. Потрясает, что эти камни тебе что-то действительно говорят. Вот просто мороз по коже. Еще нам повезло и время такое. Миндаль, все в белом цвету. Ну, просто в сказке. У меня такое ощущение, ведь цветы появляются на голых, почти безлиственных, еще листва не появилась, а цветы уже появились. Такое ощущение, как будто они парят в воздухе. Это потрясает их обилие. Дженет Алибековна, завтра едем в Бахты. Да. Хотелось бы услышать от вас вот ваши предчувствия. Вот вы ждете этой встречи с родиной вашего отца? Вы знаете, я второй раз буду там, в Бахтах. Я еду с огромной болью в сердце, как ни странно. Мой папа, который так любил это, пронес эту любовь через всю свою жизнь.
после ухода он так никогда и не смог вернуться туда. Он любил то место, где родился, и всю жизнь мечтал вернуться. 100 лет назад в Ахтах случился голод и эпидемия. Умерли родители Селима Алибекова, и кто-то вывез его 10-летнего мальчика во Владикавказ. Там счастливый случай приводит его к аптекарю, где он работает у него подмастерьем, а заодно учится его ремеслу. После революции он оказывается в Азербайджане, где встречает свою будущую жену Анну Коренман. Много трудностей испытали за свою жизнь родители Жанет Селимовой. Потеряли сына Мусабека, пережили войну. От своего отца Жанет много раз слышала, что край, в котором он родился, настоящий рай. Тем временем в администрации села Ахты ее уже ждали. На собрании творческой общественности села Дженет Алибековна была удостоена звания «Почетный гражданин» Ахтынского района, и лично глава администрации селения Ахты Шамсудин Арухов вручил ей диплом. Я хочу сказать, что это очень дорогой для меня, очень ценный подарок. Я постараюсь его оправдать. Если есть представление о рае, то это вот ваша ахтынская земля. Красота необыкновенная. Воздух, который заставляет летать. Поверьте мне, надо быть благодарным Богу за то, что Он поместил вас в это великолепное райское место. Вы живете в краю необыкновенной красоты, щедрой божеской милости, я бы вот так сказала. Приехать в Дагестан, в одно из самых больших и древних сел, и не пройтись по его улочкам, по его музеям, достопримечательностям, было бы непростительно для такого человека, как Женет Селимова. За свою большую творческую жизнь она побывала во многих городах мира. Однако в высокогорном Ахты многое ее удивляло и восхищало. Большое удовольствие она получила во время визита в детскую музыкальную школу. В школе учатся около 270 учеников. Юные воспитанники Ахтынской музыкальной школы – активные участники и победители республиканских конкурсов и фестивалей. Директор школы, выпускница музыкального факультета Дагестанского государственного педагогического университета Минара Асулова, очень удивила Женет Алибековну, когда призналась, что популярная и знаменитая на весь Азербайджан композитор Эльза Ибрагимова, чьи песни пел Рашид Бейбут, родом из Ахты, ее родственница. Путешествие дальше по селу Женет Алибековна вновь пришла на тот самый мост, на котором уже побывала во время съемок фильма. Такое ощущение, как будто бы мое детство было здесь. Вот эти балкончики, как будто бы я ходила по ним, как будто бы там какая-то моя жизнь прошла. То ли потому, что от всего этого веет такой теплотой, такой наивностью, такой, как вам сказать, честной, чистой, незатейливой жизнью, каким бывает детство. Я не могу оторваться от всего этого. Это так красиво, это так чисто, это так проникновенно.
поговорка: если хочешь рассмешить внука, расскажи ему о своих планах. В моем возрасте планировать что-то сложно, но я четко и твердо знаю, что Ахты вошло в мое сердце, и оно, это Ахты во мне всегда. Я буду ходить по его улицам, маленьким площадям, по этим высоким крутым ступеням, слушать шум Ахты чая. Это будет во мне всегда и неотъемлемо, как память о своих родителях, как память о своих корнях, как память о самом дорогом.